На данном видео я хочу показать, каким образом можно зарабатывать на форуме Форумок, на сайте Форумок. Не то, что как показать, а реально посмотреть действительно, сколько можно здесь заработать и посмотреть на реальные вещи, которые есть на этом сайте. Я зашел и зарегистрировался на этом сайте с точки зрения исполнителя. Тут два варианта регистрации и с точки зрения рекламодателя. То есть можно зайти как рекламодатель и как исполнитель. Я же исполнитель в данном случае. Давайте посмотрим, каковы возможности. Самое главное, я хочу здесь посмотреть, сколько времени человек тратит на заработок определенной суммы. Подробности исполнения, как зарегистрироваться, что нужно сделать изначально, есть ответы. На сайте вы это все найдете, фак, вопросы и ответы. И тут, в общем, все есть. Я же хочу здесь показать, какова-то реальная часть заработка. Действительно ли здесь можно зарабатывать, как обычно тут говорят. Но некоторые рекомендуют этот формат для заработка. Ну и в общем, итак, давайте приступим. У меня тут есть аккаунт, я его уже создал. Мы сейчас для пробы возьмем Facebook. У меня с Facebook два аккаунта, но возьмем один из них. И слева посмотрим. Вот для Facebook есть определенные задания. Будем искать заказы. Вот поиск заказов, и в этом разделе есть те задания, та возможность заработка, как обычно тут говорят. Но давайте сначала посмотрим на сумму оплаты. Ну, видите, допустим, да, вот за исполнение этого заказа рубль 50, а здесь 8 рублей 55, да, а тут рубль 71, рубль 50, ну и так далее. Давайте возьмем вариант рубль 50. То есть за какое количество времени мы будем зарабатывать рубль 50. Конечно, пока я рассказываю, это будет чуть-чуть подольше идти, но тем не менее, все равно эти же шаги обычно делает пользователь, то есть исполнитель. Итак, здесь нужно будет задание основной пост на стену. У меня пост идет сейчас. Мы должны открыть Facebook, пойти на Facebook. Вот, это моя стена. Так, моя стена, и там я должен запостить вот это задание. Так, еще раз смотрим. Так, нужно описать о том, что в магазине Patibum. Так, ну читаем вот этот вот текст, да. Итак, что мы делаем? Мы берем в разработку эту тему, ну, постим в данном случае здесь и берем взять в работу. Так, описать о том, что в магазине можно купить товар, предоставленный из списка ниже. Только один товар и одна ссылка на выбор. Текст произвольный. Вот основное задание. Мы читаем его. Ну и, допустим, новогодняя посуда, да? Новогодняя посуда. Берем, копируем и вставляем в браузерную строку. Мы попадаем, да. Так, итак, мы опять смотрим, какое задание нужно выполнить. Нужно описать о том, что в магазине Patibum. Мы смотрим, да, магазин Patibum, да, действительно, тут магазин. Так, можно купить товар, предоставленный из списка ниже. Только один товар и одна ссылка на выбор. Текст произвольный. Так, ну, допустим, берем стаканы бумажные. Ну вот, берем один товар, копируем ссылку на эту страницу. Так, мы правильно поняли? Так, предоставленный из списка. И одна ссылка на выбор. Текст произвольный. Так, копируем ссылку и вставляем у себя в аккаунте. И пишем пост. Произвольный пост от нас требуется. Так.
Так, можно посмотреть, там интересный товар. Ну вот произвольный пост. Самое главное, надо написать позитивно, чтобы, ну, по понятным причинам, чтобы человек мог туда перейти, да. И публикуем этот пост. Так, все запустили. И самое главное, теперь нам нужно взять ссылку на то, чтобы именно на этот пост ссылку. Мы берем, нажимаем вот сюда, да, время поста. И у нас на Фейсбуке есть ссылка только на этот заданный пост. Мы его опять копируем и возвращаемся к себе в формок. Что тут нужно будет сделать? Тут нужно будет указать, что... Так, комментарий пропишем, что работа сделана. Добавить сообщение, да. Так, и главное... Так, мои задания. Ну, тут жмем кнопку «Выполнить». Вот, да, мы задание-то выполнили. Так, вот. Отмечаем здесь чекбоксом. И тут теперь ссылку на этот пост, который мы скопировали, мы вставляем вот сюда и пишем комментарий. Так, пост написан. Так, и жмем кнопку «Выполнено». Итак, у нас задание отправлено, да. Теперь идем дальше. Идем дальше, ищем следующее задание. Мы выполнили одно задание. Теперь идем опять к поиску заказов. Идем дальше. Так, следующее задание. Давайте посмотрим описание софта. За 8 рублей. Ну, 8 рублей это не 1 рубль, да? Суточный пост на стену. Так, еще раз, необходимо выбрать вот описание, любой продукт на сайте и сделать запись положительного либо отрицательного характера на стене о выбранном продукте. В записи должна стоять ссылка на страницу данного продукта на сайте. Так, запись должна быть длинной, 3-4 предложения. Текст записи должен быть уникальным. Название бренда SoftCave тексту не должно. В качестве подтверждения ссылка на пост. Практически то же самое задание, но цена уже интереснее. Описание софта. Но давайте возьмем тоже в работу. Берем в работу. Так. Пост на стену наша главная задача. Выполнение 1 день. Так. И вот. 1 минута, да, мое задание. Выполнить. Жмем. Выполнить. Так, ну давайте еще раз. Пойдем к описанию поста, вернемся. Так, задача вот скопировать эту ссылку. Ссылку на сайт. Теперь вместо этого магазина мы будем описывать другой. И вот здесь выбираем какой-нибудь продукт, да. Ну, к примеру, я пользовался когда-то антивирусом EasyNote. Возможно, его можно будет описать. Так. Еще раз прочитаем задание. Необходимо выбрать любой продукт, на сайте выбрали, и сделать запись положительного либо отрицательного характера на стене о выбранном продукте. То есть мы сейчас будем описывать антивирус. В записи должна стать ссылка на страницу. Так, мы это поставим. Запись должна быть длиной 3-4 предложения. Текст уникальный. Ну и сейчас будем выполнять. В общем, я описываю свои впечатления о антивирусе. Вот этом антивирусе. И, конечно, ссылку беру уже вот на эту страничку, да. Иду опять к себе на страницу. Так, у себя на странице ставлю ссылку и описываем. Так.
Так, Касперский, да, потом сменил я на Last. И теперь перешел на Node, на EasyNode, да. Так, некоторые мне нужные программы блокировались. Теперь проблем нет. Но действительно, знаете, вот Касперский у вас блокирует программы, а хочется пользоваться программой, а нет возможности. Так, в общем, публикуем. Так, у нас 3 предложения в данном случае. И теперь берем ссылку на этот пост, жмем здесь, то есть когда время, мы смотрим время описания 30 сентября, да, и опять берем, копируем ссылку с браузерной строки и возвращаемся к себе на форумок. Так, ну давайте мы смотрим снова выполнить за 8.55, да. Отмечаем чекбоксом и ставим здесь ссылку уже на наш пост. Так. Пост написан и жмем кнопку «Выполнено». Так, у нас на проверке сейчас 2 задания, у меня там ранее еще одно задание было. Теперь берем следующее задание, также смотрим. Далее. Так, теперь ищем следующее задание. Хочу отметить, где вот зеленая рука, да, там эти задания выполняются сразу. А вот на это задание нужно подавать заявку. Так, подписаться на страницу и лайкнуть 5. Давайте посмотрим вот это задание. Подписаться на страницу и лайкнуть 5 верхних постов на ней. Так, на страницу подписаться. Давайте возьмем ссылку. Так, да. Будем подписываться. Так, и лайкнуть 5 верхних постов на ней. Так, ну что, берем на работу. Жмем взять работу. Так. И жмем кнопку выполнить. Так. Ну вот. Подписались. И 5 постов лайкаем, да, нравится. Допустим. Вот следующий пост, это 2-й пост. 3-й пост. Ну, кстати, да, вот тут 4-й или уже 5-й или. Ну, давайте еще проставим лайки. Нам не жалко ставить лайки. Так, ну, допустим, да. Так. Вроде бы все. Итак, мы что делаем далее? Давайте вернемся еще посмотрим. Так. Подписаться на страницу. А вот теперь каким образом отчитаться на то, что я подписан? Вот смотрите, я сейчас время трачу на то, чтобы искать отчетность по заданию. Ну, потому что еще пока не очень опытен
выполнения задания, но тем не менее идет время на поиск этого момента. Можно, конечно, допустим, взять просто ссылку поставить, но они вряд ли засчитают это за выполненное задание. Мне придется возвращаться, наверное, к себе на страницу и посмотреть у себя. Так, да, журнал действий смотрим. Вот. Ага, вот наша отчетность, что мы поставили лайки именно на данные посты. Вот это мы и отправим, потому что это наше действие. Так, мы отправляем. Так. Лайки поставлены. Подписался на страницу. Так, жмем, отметили чекбоксом и жмем кнопку «Выполнено». Так, что у нас получилось? В общем, мы выполнили 3 задания, получается 8 рублей, 1,5, 3 рубля, да? Это получается у нас где-то 12 рублей. И сколько времени мы потратили на заработок, ну, предположим, если они еще одобрят эти 12 рублей. Давайте я посмотрю по записи, которые я сейчас веду. Ну, допустим, 19 минут. Меня тут отвлекли еще на пару минут. Предположим, 15 минут я потратил на то, чтобы выполнить задание на 12 рублей. Ну, скажем, на 12 рублей. Да. Это еще хорошо. Почему хорошо? Потому что среди заказов был дорогой заказ на самом деле. За 8 рублей вот этот вот заказ, описание софта, редко встречается. Но на самом деле, допустим, да, где-то за час можно будет выполнить, ну, нужно будет посчитать, ну, в общем, рублей 20-15 максимум можно заработать за 1 час. Если выполнять задание по 3, по 2 рубля, допустим, да, где-то 25-30 рублей. Это даже не 50, даже не 100 рублей. Конечно, исходя из этой оценки, из этой расценки, точнее говоря, 1 час, ну, предположим, очень хорошее задание по 8 рублей. Ну, это очень фантастично, на самом деле, для данного проекта Форумок. Ну, в общем, 20-25 рублей вы будете в час набивать. Это в лучшем случае. Ну и, конечно, сами смотрите, стоит ли такая работа, то есть стоит ли тратить свое собственное время на такое количество денег. Я, конечно, лично не хотел бы в час зарабатывать 15-20 рублей, максимум 30, ну в лучшем случае 50 рублей. Хотя, конечно, ради справедливости нужно будет указать, что тут есть блоги. В блогах задание стоит дороже. Да, вот для исполнения заказа, сейчас посмотрим. Поиск заказов. В блогах задание стоит, предположим, там, вот видите, да, 20 рублей, 75 рублей, но имейте в виду, что у вас должен быть свой собственный блог или сайт. В данном случае я рассказываю с точки зрения исполнителя, который не имеет своего собственного сайта. Тут также, допустим, если кто имеет свой собственный форум, конечно, у них возможности больше. Для тех, кто имеет возможность поставить на свой собственный форум, да, вот видите, да, 142 рубля, конечно, тут уже сумма поинтереснее. Там 25, 28 рублей задание, ну и так далее, 75 рублей, 75 рублей. Тут, да, поинтереснее. Ну и вот, в завершение данного видеоурока, что нужно сказать. Если те, кто хотят действительно в интернете зарабатывать, ну зарабатывать имеется в виду серьезно, конечно, Форумок, он для серьезного заработка не годится. Но чтобы начать попробовать, если кто-то никогда не зарабатывал вообще ни копейки, конечно, есть смысл как бы поиграться в якобы заработке денег. Но с точки зрения рекламодателя, конечно, это очень хороший ресурс для раскрутки любого практически интернет-проекта. Почему? Потому что за такие мизерные деньги раскрутить сайт, в принципе, это очень даже неплохо.
Но вот с точки зрения исполнителя, конечно, тут зарабатывать практически серьезно деньги, ну, я считаю, невозможно. С вами был Сибдей Том.